вы себе объясняете, вот что это за путь, который из России, не из России, из-за Грачева, не из-за Грачева, прошла Чечня с 90-го, с 91-го года по 96-й. Вот если посмотреть на кадры, когда Джохар Дудаев, светский генерал, рядом с ним Зелимхан Яндарбиев, детский писатель, поэт, чеченская интеллигенция, когда они под влиянием перестройки требуют большей свободы, автономии, уважения к языку, к истории, вскипает, конечно, вся эта память о сталинских депортациях. И это такое светское движение в значительной степени чеченской интеллигенции. Проходит 5 лет, и мы видим вот эту межвоенную Чечню с шариатскими судами, с радикальным исламом, с сюжетами телекомпании НТВ, которые точно сложно заподозрить в пропаганде или в обслуживании интересов спецслужб, про то, как чеченские боевики или наемники демонстрируют легкое русского солдата в кадре, или избивают плетками несогласных с шариатскими устоями. Ну и вообще творится какой-то полный, абсолютный беспредел. Как Чечня прошла этот путь? Вот как вы себе объясняете? Ну, это путь по колее, который прокладывали спецслужбы, это очевидно. В смысле спецслужбы? Спецслужбы привезли наемников арабских, шариатские суды установили, избрали ваххабизм как главенствующую религию. Ну, как-то странно, это какая-то теория. А вы не слышали, что один из руководителей, скажем, исламского государства – это сотрудник ГРУ или бывший сотрудник ГРУ Советского Союза? Влияние российских спецслужб было огромно вот в этой террористической деятельности исламской. Более того, я вам скажу, что эти сотрудники ГРУ, которые мне рассказали о взрыве домов, они мне дали также информацию о том, что это было за 2 года до 9/11. Подождите, хорошо, взрывы домов – это отдельная, очень важная, сложная тема. Подождите, давайте я доскажу, это очень важно. Они мне дали информацию о подготовке Бен Ладеном и Аль-Каидой терактов на территории Соединенных Штатов. Это за 2 года. Я полетел, встречался с директором ФБР в Соединенных Штатах, давал эту информацию и давал информацию, которая очень не нравилась американцам, о том, что в подготовке этого теракта принимает участие российские спецслужбы. Путин. Им это очень не понравилось, и я думаю, что именно поэтому эту информацию они не использовали в должной мере. Влияние российских спецслужб, вот этих старых КГБ в радикальном, так сказать, исламе огромно. Вот. И то, что проникновение, как один из инструментов подавления вот этой чеченской независимости, проникновение этих исламских групп в Чеченскую республику осуществлялось, но в этом у меня нет никаких сомнений, что это в том числе и действия российских спецслужб. А доказательства у вас есть? Нет, я этим не занимался расследованием. Странно представить себе, что российские спецслужбы, мы их знаем по неспособности отравить человека с первого раза, и российские спецслужбы... Если вы говорите о Навальном, то это все-таки другая история. Мы идем в какие-то далекие дебри, да. Я все-таки хотел переспросить вас. Странным кажется ситуация, при которой российские спецслужбы в одиночку умудряются из светской республики за короткий срок превратить территорию, охваченную радикальным исламом, бандитизмом и вообще черт знает чем. Ну как, огромные ресурсы направляются. Вы правда верите, что за Басаевым, за Хаттабом, за всеми этими полевыми командирами, в принципе, за тем хаосом, который охватил Чечню, получившую независимость в 96-м, стояли лишь российские спецслужбы? Нет. Была борьба за независимость, и было очень сильное влияние. Значит, если вы помните, этот Хаттаб, в общем, фигура чуть-чуть шутовская, но за ним стояли очень радикальные силы, очень радикальные силы. И сами чеченцы, мне Дудаев рассказывал об этом, и сами чеченцы знали, понимали, что это не сопротивление. Вот тот же Хаттаб, в последнем, так сказать, периоде его жизни, когда он продвигал, проповедовал радикальный ислам, и за ним стояли грушники, просто грушники. И как вы это можете подтвердить, Константин Натанович? По-моему, Басаев мне говорил, что он просто сумасшедший, и его не надо воспринимать всерьез, он никакого отношения к сопротивлению не имеет, и очень странное у него окружение. Хорошо, а как вы себе объясняете, вот что это за путь, который из России, не из России, из-за Грачева, не из-за Грачева, прошла